Добрый вечер, в эфире очередной выпуск телепроекта «Чечен-Инфо». В течение ближайшего часа мы представим вашему вниманию наиболее интересные темы прошедшей недели, причем без надрыва, лишних эмоций и излишнего официоза. Как скоро к борьбе с правонарушениями в Чеченской Республике присоединятся добровольные народные дружины? Кто такие ваххабиты? Каковы их цели, потенциалы, возможности? Какую опасность они несут? Почему в Чеченской Республике количество преступлений и правонарушений, совершаемых лицами в состоянии алкогольного опьянения, сократилось? За что Ахмадов Туринский остался в памяти народа как образец благородства, неимоверного мужества и отваги? Ответы на эти и другие вопросы вы найдете именно в нашей программе. Мы все еще уверены в том, что новости — это интересно, если к ним подходить с интересом. Сегодня в программе. Рамзан Кадыров поручил усилить работу по религиозному и духовно-нравственному воспитанию молодежи. В республике прошел День донора. Это и многое другое в рубрике «Экспресс-инфо». Кто такие ваххабиты? Какую опасность они несут? На эти и другие вопросы попытается дать ответ еженедельная рубрика «Дайджест-инфо». Чеченская республика стала рекордсменом в Российской Федерации по количеству браков на душу населения. В республике резко снизилось количество преступлений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения. Уже в начале июля в Гудермесе появится первый аквапарк. Обзор событий в новостной ленте сети интернет. Отношение к чеченским иммигрантам, в какой бы стране они ни находились, в самой республике неоднозначное. За что и почему? Магомед Нухаев с исследованием того, что лежит за внешней стороной этого архиважного вопроса. Закладка крепости Грозной, начало выступления Ташу Хаджиса Исановского, Декларация о суверенитете РСФСР, хронология памятных дат в истории Чеченской Республики. Кто он, Ахмадов Туринский, чем знаменит, один из популярных героев чеченского фольклора? Ахмадов Туринский в рубрике «Жизнь замечательных людей». Рубрика «Экспресс-инфо» — это объективная, независимая экспресс-картина наиболее ярких событий недели, где президент Рамзан Кадыров поручил усилить работу по духовно-нравственному воспитанию молодежи в День донора, который прошел в республике, и не только. Об этом и многом другом в еженедельном «Экспресс-инфо» с обзором новостей минувшей недели. Президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров поручил представителям духовенства усилить работу по религиозному и духовно-нравственному воспитанию молодежи Чеченской Республики. Это пожелание прозвучало в ходе встречи президента с помощником по делам религии, директором типографии «Путь» Рамзаном Ибуевым и имамом Центральной мечети имени Ахмата Кадырова, руководителем Центра духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения Вахой Хашхановым. В ходе встречи президент особо подчеркнул, что духовенству необходимо усилить деятельность, направленную на духовно-нравственное воспитание и повышение уровня разъяснительной работы среди молодежи. При этом он обратил внимание на значимость проведения молодежных мероприятий в популярной и доступной для молодежи форме. К борьбе с правонарушениями в Чеченской Республике присоединятся добровольные народные дружины. Об этом на прошедшей неделе заявил в СМИ заместитель министра внутренних дел по Чеченской Республике Роман Идилов, который представил на рассмотрение члена Кабинета министров Республики проект закона Чеченской Республики о добровольных народных дружинах. Принятие данного закона позволит повысить эффективность работы по предупреждению и пресечению правонарушений в Чеченской Республике. За последние 3 года в 50 субъектах Российской Федерации уже были приняты соответствующие нормативные правовые акты, отметил в этой связи Роман Идилов. Он также отметил, что возрождение движения народной дружины будет способствовать воспитанию правосознания граждан и возврату доверия населения к милиции. Идилов подчеркнул, что комплексная программа профилактики правонарушений также предусмотрена и стимулировано участие населения в деятельности общественных организаций правоохранительной направленности. В высокогорном районном центре Шатой Чеченской Республики начато строительство 15 жилых домов для малоимущих семей, жилье которых находится в аварийном состоянии. Сдача новых жилых объектов запланирована к осени 2009 года. По словам главы администрации Шатойского района Беслана Хаджаева, возведение этих домов было начато после одной из поездок главы республики Рамзана Кадырова в Шатойский район, в ходе которой он обратил внимание на ветхое состояние некоторых домов. С начала 2009 года в Шатое сдано в эксплуатацию в общей сложности порядка 20 социальных объектов, в том числе средняя школа, социальный реабилитационный центр для несовершеннолетних, здание службы доставки Пенсионного фонда России по Чеченской Республике и парк отдыха. На этой неделе в Республиканском центре переливания крови прошли торжественные мероприятия, посвященные Всемирному дню донора. На сегодняшний день число почетных доноров Российской Федерации в Чеченской Республике насчитывает 33 жителя. Поздравить доноров пришли представители Министерства здравоохранения Республики, Министерства труда, занятости и социального развития Чеченской Республики, Донорского совета Республики.
В торжественной обстановке главный врач республиканской станции переливания крови Зура Татаева вручила почетным донорам грамоты и ценные подарки. Заместитель председателя правительства Чеченской Республики Лёма Магомадов от лица правительства также вручил донорам благодарственные письма и поздравил всех с праздником. По словам заведующей республиканской станции переливания крови, банк крови постоянно пополняется. Так, например, за прошлый год работниками станции принято более 13 тысяч человек, добровольно сдавших свою кровь. Руководитель комитета правительства Чеченской Республики по экологии Иса Шахтамиров заявил на прошлой неделе о том, что проблема мусорных свалок в Чеченской Республике приобретает угрожающий характер. Об этом свидетельствуют многочисленные несанкционированные свалки возле всех населенных пунктов республики. По словам Шахтамирова, только в 2007 году на 2 городские свалки было вывезено свыше 3 миллионов кубометров мусора, из которых только бытовой мусор составил 420 тысяч тонн. В настоящее время в Чеченской Республике имеется всего 3 санкционированных полигона для приема твердых бытовых отходов и строительного мусора. Среди них такие полигоны, как Андреевская долина, Ханкальский и Петропавловский. Однако даже при этом на полигоне Петропавловский, ввиду того, что он уже исчерпал свои возможности, с марта месяца прием твердых бытовых отходов и других отходов уже не осуществляется. К концу текущего года в Грозном появится спортивно-оздоровительный комплекс «Дельфин». Об этом на прошедшей неделе заявил представитель президента Чеченской Республики в Северной Осетии Алания Дашукаев. По его словам, строительство трехэтажного спортивного объекта было начато еще в ноябре 2008 года за счет инвестиций представительства президента Чеченской Республики в Республике Северной Осетии Алания. Строительством комплекса мы хотим внести свой скромный вклад в инвестиционную политику Чеченской Республики, заявил Дашукаев в этой связи. Главным достоинством комплекса, по его словам, станет бассейн длиной 20 метров и шириной 10 метров с 4 плавательными дорожками. Здесь предусмотрен подогрев пола и красивые декоративные оформления. Ожидается, что бассейн будет соответствовать европейскому уровню. Помимо бассейна, спортивно-оздоровительный комплекс будет включать в себя спортивные и тренажерные залы, салон красоты, душевые кабины, магазин спортивного инвентаря и одежды. На этой неделе заместитель председателя правительства, министр финансов Чеченской Республики Эли Исаев на состоявшемся очередном заседании правительства Чеченской Республики представил на рассмотрение отчет об исполнении республиканского бюджета за первый квартал 2009 года. По словам Эли Исаева, исполнение бюджета за первый квартал текущего года составило более 11 миллиардов рублей, в том числе по налоговым и неналоговым доходам более 562 миллионов рублей. Основными источниками доходов, как и в предыдущие годы, являются налоги на прибыль организации, на доходы физических лиц, на товары, на имущество, добычу полезных ископаемых в виде углеводородного сырья, доходы от использования имущества, находящегося в государственной собственности, подчеркнул вице-премьер. В то же время, подводя итоги квартала, министр отметил невыполнение плана по поступлению в республиканский бюджет по некоторым видам налогов. Президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров в сопровождении олимпийского чемпиона по греко-римской борьбе Исламбека Альбиева посетил тренировку молодежного состава футбольного клуба «Терек». На Грозненском стадионе имени Султана Белимханова президент пообщался с игроками. В ходе общения президент подчеркнул, что именно молодежному составу команды в недалеком будущем предстоит отстаивать спортивную честь республиканского футбола. По его словам, успех «Терека» во многом зависит от тщательности подбора в молодежную команду талантливых мальчишек, по-настоящему любящих футбол. При этом глава республики добавил, что профессиональные игроки рождаются не за час и не за год, а в результате упорных, изнурительных и долгих тренировок. В спорте много примеров, когда юные дарования, которым пророчили блестящую спортивную карьеру, так и не оправдывали возложенных на них надежд. Талант – это залог, но не гарантия успеха, заявил Рамзан Кадыров в этой связи. В Чеченской Республике налажен выпуск аппаратов искусственной вентиляции легких, об этом сообщает информационное агентство «Регну». Решение о сотрудничестве Уральского приборостроительного завода Департамента здравоохранения города Грозный было принято после визита делегации чеченского парламента в Екатеринбург в марте 2009 года. Вскоре в республике была организована линия сборки данных аппаратов. Первые 5 образцов устройств модели «Фаза-1» уже выпущены чеченскими специалистами, прошедшими обучение на базе Уральского завода. Стоимость производимых в республике аппаратов составляет порядка 300 тысяч рублей, тогда как аналогичное устройство импортного производства стоит на 1 000 000 рублей дороже. В Чеченской Республике также открыт сервисный центр по обслуживанию выпускаемого оборудования. Сообщается, что кроме этого специалисты Уральского приборостроительного завода наладят на территории республики производство аппаратов для УЗИ. Ваххабиты в Чеченскую Республику пришли не в пору военной кампании, как это считают многие. Их дебют состоялся несколькими годами раньше. Накануне распада СССР в Астрахани прошел съезд так называемой Исламской партии Возрождения. Созданная в Астрахани партия, из которой образовались мелкие партийные ячейки на местах, и стала пресловутой пятой колонной в регионах. Кто такие ваххабиты? Каковы их цели, потенциал и возможности? Какую опасность они несут?
На эти и другие вопросы попытается дать ответ еженедельная рубрика Digest Info. В ходе кровавых экспериментов чеченская нация потеряла около 300 тысяч лучших своих сыновей и дочерей, лишилась свободного существования, доброго имени и была отброшена в своем развитии на многие десятилетия назад по вине кучки подонков, прикрывавших свои низменные инстинкты религиозностью и патриотизмом. Народная память предаст их вечному проклятию. Ваххабизм как религиозное течение изначально появился в Аравии в первой половине XVIII века. Основателем этого лженаправления в исламе является Мухаммад ибн аль-Ваххаб, родившийся в начале XVIII века в городе Уейна, что находился на севере города Ар-Рияда. Ваххабизм – учение, которое провозглашает, что ислам извращенный и необходимо вернуться к его форме, максимально приближенной к древним священным текстам. Однако это всего лишь внешняя и декларируемая сторона. С самого момента зарождения этого течения его истинная задача – дискредитация и раскол мусульман методом организации параллельного ислама. Практически все ученые-исламоведы уверены в том, что это лжеучение инспирировано еще в XVIII веке английскими спецслужбами в целях решения чисто геополитических задач. К примеру, так талибы в Афганистане были использованы западными спецслужбами для геостратегического противостояния СССР, также и ваххабизм в свое время был использован Великобританией в борьбе с Османской империей. Та же политическая технология параллельного ислама использована и в Чеченской республике, причем причастными к этому и на этот раз оказались спецслужбы ряда стран, заинтересованных в окончательном выведении России из числа геостратегически значимых государств. Угроза международного терроризма в настоящее время является приоритетной, если хотите, доминирующей. Все остальные угрозы, которые ранее доминировали, по моему мнению, уходят на второй план. Ваххабизм в условиях современной России оказался все тем же инструментом разжигания внутрирелигиозной и межэтнической вражды. Под видом войны с неверными опять-таки решались политические и не только задачи. Понятно, что такая форма ислама пришлась как нельзя более чем кстати для уголовников, составивших костяк так называемых сторонников чистого ислама, которые на поверку оказались элементарными бандформированиями. Удобно и объявление священной войны по отношению ко всем, кто стремится противостоять гражданской войне в регионе. Так кто же эти люди, каковы их цели, потенциал и возможности, какую опасность они несут? Это учение практически во всех мусульманских странах обычно встречает сопротивление, поскольку оно резко расходится с национальными и культурными особенностями народов и способствует их исчезновению, сводя все в единую форму, которой национальные особенности просто исчезают. В этом отношении является исключением Чеченская республика, в которой ваххабитам предлагается забыть родной язык и национальную культуру, которая объявляется ничем иным, как проявлением безбожничества. Ваххабиты в Чеченскую республику пришли не в пору военной кампании, как это считают многие. Их дебют состоялся несколькими годами раньше. Накануне распада СССР в Астрахани прошел съезд так называемой Исламской партии Возрождения. Это был съезд общесоюзного характера. Его организаторами и участниками стали представители Узбекистана, Таджикистана, Дагестана, Карачаево-Черкесии, Чечено-Ингушетии и других республик. На этом съезде стоял вопрос о создании некой исламской партии Возрождения. Власть на тот период на фоне распада СССР ослабла, перестали функционировать заводы и фабрики, появилась огромная армия безработных. Таким образом, образовалась благодатная почва для тех, кто насаждал ваххабизм. Власти некоторое время оказались совершенно бессильны что-либо предпринять. Постепенно образовались мелкие партийные ячейки ваххабитов. Одним из первых представителей партии на Северном Кавказе стал Ибагогин Кибедов из Цумадинского района Дагестана. Именно он одним из первых стал сеять семена ваххабизма и в Чеченской республике. Так, в начале 90-х годов он переселяется из горного района на равнину и создает школу, которая базировалась в Кизил-Юрте. У него набралось около 700 учащихся, в основном дагестанцы, но была небольшая группа чеченцев и карачаевцев. В свое время эта школа была названа ваххабистской, а сам Багодин Кибедов становится лидером ваххабизма в Дагестане. Это были 91-92 годы. Ваххабизм – это враги ислама, это враги мирных людей, это люди, которые поставили перед собой одну единственную задачу – захватить власть и диктовать свои условия. И против этого мы будем стоять
И я абсолютно не сомневаюсь, что мы победим. Первые ваххабитские группы в Чеченской Республике при активном содействии все того же Багаудина Кибедова появились в 1992 году. На тот период они сосредотачивались в основном на территории объединения «Проавтоматика». Косяком группы стали Ахмад Матаев и Ислам Халимов. Практически эти люди и стали зачинателями ваххабитского течения в Чеченской Республике. В распространении в республике этого лжеучения приняли активное участие и ваххабиты как из Дагестана, так и из арабских стран, появившиеся у нас в годы существования режима Дудаева. Ревностными сторонниками ваххабизма становились и молодые чеченцы, которые на тот период получили образование в мусульманских странах. Их деятельность приводила к конфликту между ними и родителями, приверженцами традиционного ислама. После событий 1994-1996 годов Багаудин Кибедов, изгнан к тому времени из Дагестана, со своими последователями переселяется в Чеченскую Республику. Если в Дагестане отпор вооруженным ваххабитам был достаточно решителен, то Чеченская Республика на тот момент ваххабитами уже была расколота, и к тому времени появилась непримиримая оппозиция во главе с Басаевым и Хаттабом. Здесь же к этому времени создалась и благоприятная среда. Власть упразднила светские суды, а в октябре 1996 года был издан указ о создании Верховного шариатского суда и о введении во все районы республики шариатских судов. Однако, поскольку привычки к строгому соблюдению целой системы правил в течение короткого времени выработать просто невозможно, шариатизация республики ограничивалась лишь лицемерной риторикой. Соответственно, шариатское судопроизводство в Чечне осуществлялось не кадиями, знатоками ислама, а недоучками числа новоявных лидеров от ваххабизма. Можно сказать, что, осуществляя бандитское правосудие, эти лидеры просто раскрывали Коран на любой странице недоступного им арабского текста и объявляли приговор по своему усмотрению. Допущение шариатской формы судопроизводства такой ситуации должно было бы неизбежно привести к профанации мусульманского права. Так и произошло. Вся правоохранительная система Чеченской Республики полностью развалилась. Первые конфликты между ваххабитами и последователями тарикатов начались уже в ходе военных действий. Так, с начала 1995 года в республике обозначился конфликт, возникший на почве религиозных разногласий между ваххабитами и последователями традиционного ислама. Наибольшую остроту в республике он приобрел, когда ваххабиты стали выступать за уничтожение святыни в Диар-Тахеде, матери шейха Конта Хаджи Кишиева, зачинателя кадрийского тариката на Северном Кавказе. Этот конфликт явился началом последующих столкновений традиционалистов и ваххабитов. Именно с этого момента сторонники традиционного ислама и стали заявлять, что ваххабиты должны быть изгнаны из республики. Тем временем в 1998 году ваххабизм укрепляется в Дагестане, в котором образуется ваххабитский анклав в Кадарской зоне в селениях Карамахи, Чабанмахи. В этих селах также отменяется действие федеральных законов и провозглашается шариат. К этому времени все в том же Дагестане образуется объединение ваххабитов Дагестана под названием «Исламский джамаат Дагестана», которое имело тесную связь с полевым командиром Хаттабом. На базах Хаттаба и Басаева Чеченской Республики дагестанские и чеченские ваххабиты проходят военную и идейно-политическую подготовку. Существовали школы подготовки ваххабитов под руководством эмира Джурала Раджабова и в Буйнакском районе Дагестана. Этот межвоенный период центром ваххабизма республики становится Урус-Мартан, который на тот момент контролируется группировкой Рамзана Ахмадова. Эти военизированные джамааты были замешаны в насилии над людьми, террористических актах и в похищениях людей. К 1998 году деятельность ваххабитов приобретает особенно угрожающий общественный характер, и об этом полный голос одним из первых открыто заявляет муфти Чеченской Республики Ахмад Хаджи Кадыров. 25 июля 1998 года по его инициативе в Грозном проходит съезд членов Духовного управления мусульман регионов Кавказа, на котором и прозвучало это открытое и резкое осуждение. هذا العلم حاضر يعني بقيت شو قاعد كذا تعمايل اللي فرق كذا عليه السلام ولي غاسل ما تفهم عليه السلام جنت شو شايل نقشي ما تديجاته هو ألف نقشي ما تديجاته غاسل ما اليوم شو آية فيتن يقضي النووي بوسوبنا فيتن دولة بوسوبنا بيا خبوسوبنا الدوبور نخلوش عشبولنا باتش إيش باتش. На муфтия совершается ряд покушений. В ответ на это муфти по чеченскому телевидению заявляет, что у него нет иных врагов, кроме ваххабитов, и что их действия ведут чеченский народ к неминуемой катастрофе. Ахмад Хаджи оказался прав. Пришел август 1999 года, и с ним вторая чеченская кампания. Вы цель видите? Право теперь. Вот это такой гребень.
Ахмад Хаджи говорил, эти бандиты, они пошли сами. Мы их не посылали, а тогда Масхадов его не послушал. Вот мы сделаем так и вытесним их в тишину. Оружие дайте, мы сами вытерем их оттуда. Зачем куда-то вытеснять, а потом ждать, пока они вырастут, снова опять куда-то заползут. Я не знаю, что они медленно. Значит, это с умыслом все это делается. Опять хотят сделать так, чтобы вот Чечня, бандитизм, терроризм. Только политическая воля и гражданское мужество Ахмад Хаджи Кадырова, на которого в этой беспощадной схватке было совершено более 20 покушений, смогли отвести чеченское общество от роковой черты. Импортированный в Чеченскую республику ваххабизм не имел и не имеет шанса стать общекавказской формой ислама и победить традиционный ислам. Это вовсе не потому, что народы Кавказа уже достаточно вкусили войны, развязанные агрессивными так называемыми борцами за веру, но и потому, что чеченское общество уже осознает, что и под каким соусом ему предлагается. Это умонастроение не может быть близко народу, в котором традиционный ислам имеет глубокие корни. Именно поэтому и провалилась вся эта авантюра с всемирным джихадом, о чем и свидетельствует тот факт, что ваххабизм на чеченской земле доживает последние дни, если уже не дожил. В период своего пребывания в Чеченской республике этот международный сброд лжепроповедников показал всему чеченскому народу образцы жестокости и аморальности, подстрекая чеченцев на братоубийственную войну. Кроме раздоров и кровопролития, эти безродные отщепенцы не принесли нам ничего хорошего. Опять же, эти изуверы втягивают наших детей в подлые авантюры против своих близких и родных, обрекая их на участь отверженных всей нацией. Интересно, а что говорят о нас в виртуальном киберпространстве? На прошлой неделе, оказывается, говорили о том, что Чеченская республика стала рекордсменом Российской Федерации по количеству браков на душу населения. О том, что в Чеченской республике количество преступлений и правонарушений, совершаемых лицами в состоянии алкогольного опьянения, сократилось более чем на 10%, и о том, что уже в начале июля в Гудермесе появится первый аквапарк. Предлагаем краткий обзор интернет-новостей минувшей недели. Финансовый кризис уже сказался на числе браков и разводов. Количество первых, соответственно, снизилось, а вторых выросло. Такие данные представлены в официальном демографическом отчете Росстата по итогам 2008 года, пишет сетевой ресурс издания «Коммерсант». Как отмечает издание, популярность института брака находится в стране едва ли не в прямой зависимости от динамики доходов населения. Однако при этом отмечается, что в Чеченской республике в этом направлении отмечаются чрезвычайно высокие показатели. Так, в 2008 году здесь зарегистрировано более 13 заключенных браков на 1000 человек, что по существу является рекордом в целом по Российской Федерации. По стране этот же показатель составляет лишь от 5 до 8%. Высокими показателями также определяются Югра и Санкт-Петербург. Однако и здесь этот показатель составляет лишь чуть более 10%. Хотите узнать, сколько человек было награждено Орденом Мужества за 2 военные кампании в Чеченской Республике? Увы, это невозможно. Указы о награждении этим орденом за этот период недоступны, отмечает сетевое издание «Информация.ру». Однако путем несложных арифметических действий автор материала определил, что еще до завершения Первой Чеченской войны было вручено более 21 тысяч этих орденов. По данным исследователя, за ноябрь 2006 года количество награждений Орденом Мужества достигло уже 80 тысяч. По его же подсчетам выходит, что за боевые действия на Северном Кавказе звание Героя Российской Федерации присваивалось около 500 раз, а то и больше. Для сравнения, за более длительную и масштабную войну в Афганистане звание Героя Советского Союза было удостоено 85 человек. 28 из них посмертно, 85 золотых звезд за Афганистан и 500 за Чеченскую Республику. Впечатляющая разница, отмечают авторы скандального материала. ЗАО «Мобиком Кавказ», оператор сети «Мегафон» на Северном Кавказе, планирует запустить в сентябре-октябре текущего года на территории Чеченской Республики сеть сотовой связи третьего поколения 3G. Об этом на прошедшей неделе сообщает ряд сетевых изданий. Сообщается, что размер инвестиций в проект акционерами компании будет определен уже в ближайшее время. При этом сообщается, что сеть 3G сразу покроет все центральные города и районы республики. Напомним, Мегафон, который объединяет северо-западный филиал и 7 региональных дочек, является третьим по числу абонентов оператором сотовой связи в России. Мобиком Кавказ запустил сеть Мегафон на Северном Кавказе в августе 2001 года. В настоящее время абонентами компании являются около 6 миллионов человек. Сетью покрыто более 85% территории региона, в том числе труднодоступные высокогорные районы.
Чеченской Республике с начала 2009 года количество преступлений и правонарушений, совершаемых лицами в состоянии алкогольного опьянения, сократилось более чем на 10%. Об этом сообщил в СМИ главный нарколог республики Мусад Аль-Саев. Снижение числа правонарушений, по словам главного нарколога, зафиксировано именно с момента начала действия указа президента Чеченской Республики об ограничении времени розничной продажи на территории Чеченской Республики алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 15%. Принятое решение об ограничениях весьма своевременно и верно. Кадыров абсолютно прав, когда говорит, что надо вести борьбу не за традиции, а бороться за их чистоту. Дальсаев напомнил, что указ об ограничении времени продажи спиртных напитков предусматривает своей целью сведение к минимуму спроса и продажу алкогольной продукции, сообщает интернет-ресурс газеты «Северный Кавказ». Уже в начале июля в Гудермесе, во втором по величине городе Чеченской Республики, появится первый аквапарк. Об этом на прошедшей неделе в СМИ заявил глава администрации Гудермесского района Вахан Асуханов. По словам главы администрации, на сегодняшний день строительство летнего аквапарка, строительство которого было начато всего лишь 3 месяца назад, практически завершено. Чиновник отметил, что на объекте круглосуточно работает до 300 приглашенных из регионов страны специалистов. Все они имеют большой опыт строительства подобных спортивно-развлекательных комплексов. Как отметил глава района, на территории аквапарка планируется открыть несколько детских кафе, различные аттракционы, тренажерные залы и 2 пруда. По данным российского информационного агентства «Новости. Недвижимость», параллельно строится и зимний аквапарк, строительство которого планируется завершить уже к Новому году. Об этом сообщает сетевое издание «Арендатор.ру». Еврокомиссия одобрила предоставление помощи в объеме 6 миллионов евро с целью оказания поддержки жертвам конфликта в Чеченской Республике и беженцам в соседних северокавказских республиках. Как передает сетевой ресурс информационного агентства ИТАРТАСС, средства выделяются через Бюро Еврокомиссии по гуманитарной помощи. Сообщается, что помощь пострадавшим группам будет сосредоточена на строительстве жилья, создании сельской инфраструктуры, развитии приносящих доход видов деятельности и защите населения. Программы планируется реализовать через международные организации, действующие в этом регионе. В Чеченской Республике, затронутое конфликтом население, вернулось домой благодаря стабильности и продолжающимся восстановительным работам, отмечается в пресс-релизе московского представительства Еврокомиссии. Время бедственного положения миновало, однако гуманитарная помощь со стороны Еврокомиссии необходима для возврата перемещенных лиц и беженцев и обеспечения их безопасности, отмечается в релизе Еврокомиссии. С 18 по 22 июня в Центрально-выставочном зале «Манеж» пройдет 3-й Московский международный фестиваль искусств, традиций и современность. Об этом сообщает интернет-издание Центрального административного округа Москвы. Как отмечает издание, идея фестиваля – приблизить искусство разных стран и народов и представить самобытные произведения, отражающие колорит и национальные традиции. Цель фестиваля – поддержка талантливых художников, не только известных мастеров, но и начинающих молодых художников, открытие новых имен в современном искусстве. Как сообщают организаторы, в этом году в честь объявленного в Москве Года равных возможностей оргкомитет фестиваля включил в конкурсную программу и работу людей с ограниченными возможностями. В рамках этого проекта под патронатом правительства Чеченской Республики фестиваль посетит юная художница с ограниченными физическими возможностями и неограниченным дарованием. Следующий сюжет – не журналистское расследование, конечно же, не желание просто потрясти воздухом, а искреннее желание разобраться в проблеме, которая на первый взгляд может показаться не такой уж значительной, но несет угрожающий характер. Отношение к чеченским иммигрантам, в какой бы стране они ни находились, в самой республике неоднозначное. Одни считают их людьми, утратившими свои национальные корни. Другие, наоборот, уверяют, что, вернувшись на родину, эти люди смогут привнести в Чеченскую Республику нечто качественно новое. Рубрика «Тема инфо» с исследованием того, что лежит за внешней стороной этого архиважного вопроса, предлагает свой материал вашему вниманию. Пожалуй, нет ни одной страны, в которой бы сегодня не проживали чеченцы или не существовала бы чеченская диаспора. Наряду с украинской, русской, еврейской, греческой и немецкой, чеченская диаспора в настоящее время входит в десятку наиболее известнейших диаспор в мире. Диаспора в переводе с греческого означает «рассеяние», то есть часть народа, этническая общность, живущая вне страны своего происхождения, своей исторической родины. Данный термин был введен в эллинистическую эпоху, и изначально диаспорой называлась общность граждан древнегреческих городов-государств, мигрировавших на вновь завоеванные территории с целью колонизации и ассимиляции последних.
Сегодня данное определение практически не утратило свое первоначальное значение. Только причины, по которым стали уезжать люди со своей исторической родины, стали другими. Наибольший отток людей из Чеченской Республики во все времена был связан с военным положением. Наибольшую активность переселения чеченцев можно разделить условно на 4 этапа. Так, первое бегство происходило во времена Кавказской войны с 1817 по 1864 год. Это были военные действия, связанные с аннексией Российской империи районов Северного Кавказа, Чечни, Дагестана и Северо-Западного Кавказа. Второй отток людей произошел в период гражданской войны в 20-е годы прошлого столетия, когда обнищавшие и обиженные на российскую власть люди начали покидать свои обжитые места и все чаще стали устремляться в неведомые дали. Третий и четвертый этапы эмиграции похожи друг на друга. Первая из них произошла после ликвидации Чечено-Ингушетии, когда в 1944 году была произведена насильственная депортация кавказских народов с мест их постоянного проживания в отдаленные районы Казахстана и Киргизии. По неофициальным данным, число депортированных тогда составило более 600 тысяч человек. Точной цифры о том, сколько людей покинуло Советский Союз после реабилитации, до сих пор неизвестно. Как и неизвестно количество чеченцев, бежавших в 90-х годах сначала в ходе первой, а затем и второй чеченской кампании. Первый президент более и бат выхули чуаноша иман херду, ислам херду, беркат херду, мусульман херду и чех бакар. Подавляющее большинство покидало родину не по идейным соображениям, а просто в поисках лучшей доли. Но эту новую жизнь и яркую европейскую мечту на чужбине они так и не нашли. Большинство из них находится на грани нищеты, проживают в местах компактного проживания и антисанитарных условиях. В результате чеченское общество, большому стыду и огорчению, предстает миру в образе жалкого, влачащего жизнь в нищете подобия цыганского табора. В пропаганде яркой европейской мечты сегодня огромную роль играют различного рода средства массовой информации и особенно интернет. Телевидение, печатные и электронные СМИ практически каждый день показывают, как хорошо там, где нас нет. Но так ли это? Об этом мы порой не задумаемся, пока не сталкиваемся с этим вопросом напрямую. Европа ашбох что нашон дучто турнш датчен. Датчен Европа, долларш датчен, еврош датчен. Отношение к чеченским иммигрантам, в какой стране бы они ни находились, в самой республике неоднозначное. Одни считают их людьми, навсегда утратившими свои национальные корни, культуру, язык, традиции, людьми, которыми уже никогда не смогут адекватно влиться в чеченское общество. Другие, наоборот, уверяют, что, вернувшись на историческую родину, именно эти люди смогут привести в Чеченскую республику качественно новый уровень развития. Кто прав, а кто нет, покажет время. Однако есть и другая сторона этой медали. В последнее время некоторые эмигранты, в основном те, кто покинул родину в период боевых действий в Чеченской республике, стали понемногу возвращаться домой. Они стремятся к своим родным и близким, к своим историческим корням. Им не важно, будут ли у них трудности. Для них важнее находиться рядом со своим народом. Среди них немало грамотных молодых людей с хорошим потенциалом, образовательной базой, знанием языков, европейским умением выкладываться в работе. И таких людей местные власти всячески поддерживают изо всех сил, стараются помочь им в процессе интеграции в чеченское общество. Другие, наоборот, не спешат это делать, но неустанно заявляют о том, что они готовы вернуться в республику, как только придет время. По их мнению, в поствоенной республике якобы нет нормальных человеческих условий. И тут возникает ряд вопросов, зачем вообще тогда возвращаться, если сегодня у этих людей нет желания помочь возродить республику? Что они сделают для нее после возвращения? Имеют ли они право диктовать условия своего возврата? На эти и другие вопросы мы вряд ли найдем сейчас ответы, но мы можем четко и однозначно разделить грань между такими понятиями, как даймох и гаймох. Если в первом случае для нас все предельно ясно, то второе требует некого разъяснения. Гаймох – это преследование своих личных корыстных интересов и целей. Люди, относящиеся к этой категории граждан, действуют по принципу «жить на халяву». Они привыкли, что за границей к ним относятся как к беспомощным политическим беженцам, которых необходимо поддерживать во всем. Обращение к соотечественникам. Мацхтона койчарах вайдайштона сибрях вайд самаз догойт сабо бош ордина воши хаттар дэштон сар сатыш айна вайдайнад тоду ишташто койчу дорштал
رمزاني قيقم بشتون تخدقني شخل دون طون وجه سنتم خلر كنت خلر ده عجا أتشا أتصل بروبليم شولش أتصل دونه بالانش بولش شين شجيم سما دينه أرح بولنا تودق داكن ترجع حدول شون تداك بفرختو يشون متك يشون شون تداك نيق بوشون الطويق دون يدوش على تخدقني شدوه ده رمزان حوار ده رئيسهم لا سيدو لا. Между тем, в последнее время в Европе ситуация с мигрантами из Чеченской Республики также изменилась кардинально. С улучшением общественно-политической ситуации в самой республике, приезжим из Чеченской Республики стало намного сложнее доказывать миграционным властям необходимость предоставления им политического убежища. Таким вот незамысловатым образом некогда политические беженцы постепенно превратились в беженцев экономических, при этом им стало практически невозможно получить легальное убежище, и тем более иностранное гражданство. Тем не менее, по официальной статистике, на сегодняшний момент чеченцев в странах Западной и Восточной Европы, по разным данным, проживает около 100 тысяч человек. Сколько лиц перекочевало в другие государства незаконно, пересекая границы, доподлинно неизвестно. Зачастую такие лица скрываются от властей, опасаясь депортации, работая за гроши и практически сводя концы с концами, но зато не в России, а за границей. Те же, кто решается проникнуть в страну легально в целях осуществления своей мечты, придумывают различного рода легенды. К примеру, в ходу басни о том, что им пришлось пережить у себя на родине, каким страшным гонениям они подвергались со стороны российских и республиканских властей, как их не одни сутки держали в злочастных подвалах, пытая извращенными способами и так далее. И все эти сказки только с одной единственной целью – получить дополнительную гуманитарную похлебку и очередной рубль за ложь, очерняющая того или иного политика или власть. При этом человек практически даже не задумывается о том, что во имя мелкого и личного он клевещет на свой народ, на свою историческую родину. Между тем, современная мобильная связь и развитие всемирной паутины интернет позволяет человеку постоянно быть на связи, отслеживать политические и экономические изменения на родине. Этому, кстати, поспособствовала и инициатива нынешнего президента Чеченской Республики Рамзана Кадырова с организацией выхода чеченской телерадиокомпании «Грозный» на спутниковое вещание. Новости из первоисточника теперь можно смотреть, находясь практически в любом конце света. Чеченские диаспоры также могут отслеживать культурную жизнь в регионе, смотреть передачи о национальных традициях и обычаях чеченцев, о духовно-нравственном воспитании. Именно на возрождении культурных ценностей направлена действующая в республике президентская программа по духовно-нравственному воспитанию молодежи. По глубокому убеждению Рамзана Кадырова, возрождение должно начаться в первую очередь в душах людей. Оставаться настоящими чеченцами – вот главный принцип самого молодого президента России, которому нужно следовать и благодаря которому чеченский народ сможет возродиться не только экономически, но и духовно. عروسون گوندا هاوزن نوچی یازدر هوی بو نوچی ارتست بو نوچی علمانچ بو نوچی بوسل کورتا بولناخ بو سونير ناهيو قهوات سو امريكان شو قهوات سو غازق شو قهوات سون حلقه واحد سن президенту су сейнарيو. Сегодня Чеченской Республике как никогда необходим мир и гражданское согласие, собрать в одно единое целое разбросанные по странам и континентам чеченское общество. Именно сегодня нам как никогда необходимо объединиться и осознать себя частью единого и неделимого чеченского общества, вне зависимости от того, кто и по какую сторону границы находится. Именно этого и добивается наш национальный лидер Рамзан Кадыров, призывая объединиться всех по ту и эту сторону. Для этого нам необходимо всего лишь четко уяснить свое сегодняшнее положение и понять, в каком государстве мы живем, какое место под солнцем нам выделено и чего хотим добиться. Сегодня Чеченская Республика открыта не только для инвесторов, журналистов, представителей российской и иностранной политической элиты. Мы, конечно, готовы принять и своих соотечественников, разбросанных практически по всему миру. В Чеченской Республике больше не гремят взрывы, мирная жизнь налаживается. Строятся школы, дома, социальные и медицинские учреждения, мечети и так далее. И, конечно, не может не радовать тот факт, что уже сейчас только из Европы более 60% чеченских иммигрантов готовы вернуться домой. ليش عنده ستاتس بيجز لبو إز تيجي عنده 30 يورو لبو 30 يورو لو قاعد ياكل بو مثل بلا بوكس عاد مو سعره بس عريش سانجو عم يشوف زري تجري
Sancho düzeyde dağın, ya işe nus şevki dağın. Sancho jozana ve düş, dar düş, aşbu Avrupa bas ana. Avrupa bxazıyor. Avrupa için. Noh şunu da, noh bu da bola. İş 100% 60% sabah kesmeler bu gibi. Ve iş abalur bu. Ve içer godi bu. Yetsina alur vasyalar hanzama. Da güçüra yera yatvalar melgena. Kollamazsani qaşpana lehider. Da haran qaş ahsuna qawdi. عازم شو هوا وصونا نتقبلي وجرب نرزح عشودا ملا بيزا مخدزنا سيدك خونا دلا История Чеченской Республики в зеркале времен. Обзор ключевых событий чеченской истории. Начало апреля в непридуманной истории нашей республики. На этой неделе в эту непридуманную историю вошли закладка крепости Грозная, начало выступления Ташу Хаджиса Исановского, декларация о суверенитете РСФСР и утверждение Временного совета Чеченской Республики. Хронология памятных дат апреля в истории Чеченской Республики, возвращенные из небытия в нашей следующей рубрике. 12 июня 1791 года началась осада турецкой крепости Анапа. Именно в этой крепости после серии неудачных сражений укрылся с последними отрядами истощенный имам шейх Мансур. 20 июня, на 8-й день осады, генерал Гудович выдвигает защитникам Анапы требования о немедленной сдаче крепости. Однако Мансуру удается склонить растерявшегося коменданта крепости Мустафу Пашу к сопротивлению. 21 июня начинается штурм, и уже на второй день обороны крепости под натиском превосходящих сил противника Анапа падет. В этот же день попадает в плен и раненый шейх Мансур, которого отправляют в Петербург. Имам шейх Мансур, который больше известен в народе как Ушурма, крупный военный, религиозный и политический лидер кавказских горцев конца XVIII века, родился по одним данным в 1765 году, по другим в 1760 году в селении Алды Большой Чечни. Умер в Шлиссельбургской крепости 13 апреля 1794 года. 10 июня 1818 года на месте сожженных дотла 5 чеченских поселений генерал Ермолов закладывает крепость Грозный. Первый камень будущей крепости был заложен на территории бывшего сквера имени Антона Павловича Чехова. В 1832 году на территории крепости возникло предместье, в котором проживали в основном семьи женатых солдат. 11 января 1870 года указом Сената 2 слободы, размещенные по обеим сторонам реки Сунжа, насчитывающие около 4000 жителей, были объединены, и был учрежден город Грозный. Мощным толчком, ускорившим развитие города, послужила закладка в 1893 году первой скважины, из которой ударил нефтяной фонтан. Это событие привлекло поток людей и средств. Вскоре грозненская нефть приобрела мировую известность.
С развитием промышленности рос и город. До начала военных событий 1994 года в Грозном проживало около 500 000 жителей разных национальностей и конфессий. Сегодня Грозный считается одним из красивейших и самых динамично развивающихся городов Северного Кавказа. 10 июня 1835 года вошло в чеченскую историю как начало выступления выдающегося чеченского предводителя Ташу-Хаджи Саясановского. Уже через несколько дней, 12 июня, на реке Аргун происходит крупное сражение между отрядами подполковника Пула и Ташу-Хаджи. Ташу-Хаджи, именуемый в источниках Андреевским Муллой, а чеченцами Вок-Хаджа, Большой Хаджи, относится к плеяде выдающихся героев национально-освободительной борьбы чеченского и дагестанского народов XIX века. Известно, что в 1834 году, когда в Дагестане состоялся съезд духовенства, на котором рассматривались две основные кандидатуры на пост имама – Шамиль и Ташу-Хаджи. Большинство голосов получил Шамиль. Не оспаривая избрание Шамиля, чеченский шейх, однако, настойчиво сохранял свою независимую политическую позицию, и Шамиль был вынужден считаться с мнением шейха по ряду ключевых вопросов. 12 июня 1906 года чеченский просветитель и депутат Таштемир Эльдерханов выступает на заседании Первой Государственной Думы с разоблачением преступной политики царизма в Терской области. Известный чеченский просветитель, партийный и государственный деятель Таштемир Эльдерханов родился 1 апреля 1870 года в селе Гихи, в семье крестьянина Середняка. В 1906 году он избирается депутатом Первой Государственной Думы России. Государственный масштаб мышления Эльдерханова заметен и в его выступлениях на сессиях Второй Государственной Думы. После распуска Думы Таштемир Эльдерханов вплоть до февральской революции 1917 года работает в Баку в области просвещения. После окончания гражданской войны Эльдерханов избирается председателем Ревкома Чечни, затем и председателем Чеченского областного исполкома. Он работал также председателем Национального совета в Краевом исполкоме в Ростове-на-Дону. В 1929 году в Чечне он занимает ответственный пост в Грознефти. Умер Таштемир Эльдерханов в 1934 году. 8 июня 1918 года Северокавказская республика заключила дружественный союз с Турцией. Чуть ранее, в апреле 1918 года, руководители Союза горцев Северного Кавказа направили в Закавказье своих представителей для организации контактов с турецкой стороной. Цель планируемых встреч – обсуждение возможности официального признания. Горская республика – государство, провозглашенное в ноябре 1917 года Центральным комитетом Союза объединенных горцев Северного Кавказа и Дагестана. Председателем правительства новопровозглашенной республики стал чеченский землевладелец и нефтепромышленник Абдулмежид Тапа Чермоев. Союз некоторое время действовал в качестве высшего органа власти народов Северного Кавказа, однако просуществовал недолго. В результате начала гражданской войны на Северном Кавказе и последовавшего провозглашения Терской Советской Республики горское правительство фактически потеряло власть и распалось. 12 июня 1990 года Первый съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете Российской Советской Федеративной Социалистической Республики. Декларация о государственном суверенитете РСФСР – политико-правовой акт, ознаменовавший начало конституционной реформы в Российской Федерации. Помимо провозглашения суверенитета РСФСР и намерения создать демократическое правовое государство в составе обновленного Союза СССР, в декларации утверждались равные правовые возможности для всех граждан, политических партий и общественных организаций, принцип разделения законодательной, исполнительной и судебной властей и приоритет Конституции и законов РСФСР над законодательными актами СССР. По существу именно с этого документа и лозунга Бориса Ельцина «Берите суверенитет сколько сможете» проглотить и явилось началом развала СССР и двух военных кампаний в Чеченской Республике. 3 июня 1993 года оппозиция дудаевской власти провела съезд чеченского народа, который утвердил состав Временного совета республики и придал ему всю полноту власти. Временному совету, о котором некоторые должностные лица в Москве заявляли уже как о законной власти, силе, которая уже контролирует значительную часть территории республики и способна стабилизировать ситуацию, было выделено свыше 150 миллиардов рублей. Одновременно летом в неконтролируемых сторонниками Джохара Дудаева районах и населенных пунктах Чечни, Знаменском, Толстой-Юрте и Урс-Мартане при поддержке силовых структур Российской Федерации шла подготовка к свержению Дудаева. Организовывалась оппозиция, формировались вооруженные отряды. Это и последующие события фактически стали прелюдией первой чеченской кампании.
12 июня 2000 года Ахмад Кадыров назначается главой администрации Чеченской Республики, и буквально через несколько дней после своего назначения, 14 июня 2000 года, глава администрации Чеченской Республики Ахмад Кадыров выступает с заявлением, в котором призывает членов незаконных вооруженных формирований прекратить сопротивление, сложить оружие и вернуться к мирной жизни. Этот призыв, по большому счету, и стал своего рода прелюдией, инициированным все тем же Ахмад Хаджи Кадыровым, нескольким амнистиям, которые позволили вернуть к мирной жизни более 7 тысяч бывших членов НВФ. Первый президент Чеченской Республики Ахмад Хаджи Кадыров был самой яркой фигурой чеченской политики и истинным вождем своего народа. На родине он имел огромный авторитет и снискал уважение даже у самых злейших врагов. В чеченской хронике 40-х годов 19 века, написанной на арабском языке, рассказывается о бое отрядов наибов Шаипа Муллы и Хаджи Мурата против войск генерала Мусы Ансалтинского у берегов реки Терек. Неизвестный чеченский летописец сообщает, как на вызов предводителей «Кто понесет знамя?» из рядов войск, подобно льву, выскочил неизвестный юноша на коне. Это и был Ахмадов Туринский. Так кто он, Ахмадов Туринский, чем знаменит? Один из популярных героев чеченского фольклора. Имя Ахмада Автуринского, известного в народе как Өтерхон Ахмад, стало достоянием как литературы, так и устного народного творчества. Так кто он и чем знаменит один из героев чеченского фольклора Ахмад Автуринский? Ахмад родился в 1824 году в семье жителя аула Автуры Мохмада из чеченского общества Гуной. Уже в юном возрасте Ахмад выделялся среди сверстников удалью, искусством наездничества, щедростью и благородством. 27 октября 1841 года войска генерала Гарабе взяли штурмом села Гилдаген и Автуры. Отчаянное сопротивление чеченцев заставило царские войска остановиться перед входом в горы. В этих боях за родной аул Ахмад показал себя отважным, зрелым воином. В чеченской хронике 40-х годов 19 века, написанной на арабском языке, рассказывается о схватке отрядов наибов Шаипа Муллы и Хаджи Мурата против войска генерала Мусы Ансадоя у берегов реки Терек. Неизвестный чеченский летописец сообщает, как на вызов предводителей «Кто понесет знамя?» из ряда войск, подобно льву, выскочил неизвестный юноша на коне. Это и был Ахмад Автуринский. По рассказам стариков, имя юноши стало широко известно в Чечне после сражения в начале июня 1842 года в Нохчи-Мохке в местечке Кюжалгандук. Рассказывают, что в ходе одного из сражений в стане горцев неожиданно, как из-под земли, появился неуловимый царский офицер. Нанеся большой вред, он невредимый исчезал. Раздраженные удачными вылазками вражеского храбреца, бывалые джигиты стали обсуждать план поимки офицера. Стоявший поодаль юный Ахмад, стесняясь своей смелости, робко предложил свои услуги. Оторопевшие от наглости юнца опытные воины высмеяли Ахмада, а затем с руганью прогнали юношу. Воспитанный в чеченских традициях уважения к старшим, Ахмад, тем не менее, решил делом доказать свое право на голос в любом обществе. Юноша подстерег офицера и, вступив с ним в единоборство, в сабельном бою поверг врага. Коня и оружие противника, тогда еще 18-летний Ахмад, отдал не в меру высокомерным джигитам. Но не только воинская доблесть пылкого юноши прославила его имя. Храбростью, благородством, добротой и честностью молодой Ахмад завоевывает уважение и любовь народа. Ахмад остался в народной памяти защитником обездоленных вдов и сирот. Молодой наездник все свои трофеи и военную добычу неизменно раздавал в пользу неимущих. Особое место в эпосе об Ахмаде Автуринском занимает его дружба с известным на Тереке гребенским казаком. Песня об Ахмаде Автуринском подробно рассказывает о начале их трогательной дружбы в самый разгар Кавказской войны в середине 40-х годов 19 века. Двое молодцев, Автуринский Ахмад и казак, влюблены в красавицу-казачку из Кизляра. Случайно оба молодца встречаются на невысоком хребте у Терека. Казак, увидев безмятежно спящего чеченца, не стал вероломно пользоваться случаем. Напротив, отпустив своего скакуна пастись рядом с конем Ахмада и вытянув из-под чеченца половину бурки, лег рядом с ним. Ахмад увидел сон, будто лошадь некоего казака испугала его скакуна. Проснувшись, Автуринец увидел, что сон был явью. Гордый Ахмад разбудил казака и пригласил хозяина лошади сразиться с ним в поединке. Удалой казак согласился. Соперники выбрали самое надежное оружие – сабельные клинки. Однако в самый последний момент перед поединком казак обратился к Ахмаду с предложением стать кунаками и поведать ему о цели неблизкой поездки Ахмада. После этой просьбы Ахмад рассказал казаку, что он собирается жениться на полюбившейся ему кизлярке. Казак, несмотря на то, что эта девушка нравилась ему, пожертвовал своей любовью ради святой дружбы и поехал с Ахмадом сватать прекрасную жительницу Кизляра. Казак сосватал ее и со словами доброго напутствия, любви и мира проводил молодую пару домой.
Принявшую веру мужа, прекрасную кизлярку, родственники Ахмада называли Гызларха. До свадьбы по обычаю девушка жила у одного из друзей Ахмада в доме жителя Малых Оттогов Кадия. На свадьбу друга гребенский казак пригнал из затеричной степи 40 жеребцов. Вместе с другими друзьями Ахмада казак сопровождал и невесту в свадебном эскорте от Малых Оттогов до Автуров. На свадьбу с поздравлениями приезжал и имам Шамиль. В честь своего друга казака Саньки Ахмад нарек своего сына именем Сату. У Ахмада были также 4 дочери. В доме Ахмада жил его друг и беглый русский солдат Кузьма, ушедший из солдатской неволи. Рассказывают, что в селе Автуры до сих пор живут чеченцы, потомки беглого солдата Кузьмы. В составе отряда наиба Большой Чечни Суиба Мулы из Ерсиноя Ахмад участвует в разгроме войск графа Воронцова в Нохчмохке летом 1845 года. В этой кампании Суиб Мула героически погиб при преследовании царских войск. В марте 1847 года имам Шамиль, ведя серьезную подготовку к обороне по разным причинам, в том числе из-за жалоб народа, сменил несколько наибов, не пощадив даже одного из самых предприимчивых – Талхига Шалинского. Генерал-губернатором Большой Чечни был назначен один из участников разгрома войск князя Воронцова в Нохчмохке Поташа Мурзаев. На место Талхига, наибом округа Шали, был назначен Ахмад Автуринский, пользовавшийся уважением всей Большой Чечни. Пребывание Ахмада на должности наиба пришлось на очень трудный период. Он без устали кидается со своим отрядом в наиболее уязвимые места, нанося урон противнику. Однако изматывавшая кавказские народы долголетняя кровопролитная война, тяжесть которой ложилась в основном на Чечню, невзгоды военных лет, тяготы службы, начавшиеся одна за другой, неудачи войск имама вызывали недовольство народа, апатию и усталость. Правление Ахмада во главе наибства отличалось мягкостью по отношению к наказуемым, защитой осужденных на казнь. По преданиям, Ахмад высказывал имаму свое несогласие с тем, что тот нарушает шариат, приказав конфисковывать в пользу государства имущество казненных. Имущество после смерти приговоренного считается имуществом сиротским и изъятию не подлежит, отметил в этой связи Ахмад. Имам был вынужден согласиться с доводами наиба. Вмешательство Ахмада, пользовавшегося уважением имама, спасло от суда Шамиля и одного из авторитетов религиозной оппозиции имамата Хунту Хаджи Кишиева из Илсханюрта, открытые проповеди которого в военное время могли грозить большими неприятностями. Ахмад содействовал также побегу одного из осужденных мул. Очень сильно на молодого Ахмада повлиял случай, когда в перестрелке были убиты 6 перебежчиков из аула Устар-Гордой. Ахмаду была объявлена кровная месть. Хотя наиб приказал открыть огонь лишь после того, как перебежчики убили одного из всадников и отказались вернуться в село при условии прощения убийства. Кровь убитых причиняла непрерывное страдание молодому наибу, мучившемуся сомнением, справедливо ли он поступил, отдав приказ стрелять. Последовавший вскоре затем открытый отказ Ахмада казнить 7 осужденных привел к тому, что Ахмад добровольно сложил в себе обязанности наиба в 1849 году. Талхиг, назначенный наибом вместо Ахмада, совершил эту же смертную казнь. 17 сентября 1852 года имам Шамиль двинулся с войском на крепость Грозную. Этим походом он хотел поднять в Чечне свой пошатнувшийся из-за военных неудач авторитет, принудить царские командования к оборонительной тактике и увести аулы мирных чеченцев из-под крепости в Имамат. Однако замыслы Шамиля были раскрыты, и его отряд попал в засаду. Обступаемый со всех сторон, он вынужден был пробиваться, неся потери в людях. В этом нападении на Грозную участвовал и Ахмад. На переправе через Сунжу, когда наездники находились в середине брода, по ним открыли перекрестный огонь. Приказав друзьям отступать, Ахмад сам стал отстреливаться и прокладывать себе дорогу шашкой. Автуринец получил тяжелое ранение в ногу. Истекая кровью, Ахмад Автуринский поехал в аул Старая Сунжа, но охрана села встретила его выстрелами. Одна из пуль попала Ахмаду в предплечье. Отъехав немного, окровавленный и теряющий сознание, Ахмад сошел с коня, расстелил бурку и прилег. Своего любимого коня отпустил. Стрелявший в Ахмада охранник сообщил кровникам Ахмада, переселившимся в Старую Сунжу, о местонахождении их обидчика. Кровники нашли Ахмада в предсмертных муках и сочли для себя унизительным совершать казнь. Они соорудили носилки, подняли носилки с Ахмадом на плечи и понесли в аул. Нанесенную саблей рану врачи залечивают. Рана же, нанесенная дурным языком, не заживает, говорят чеченцы. Кровь бросилась в голову мстителям, омрачив их рассудок. Положив носилки, один из них взял у раненого саблю, обнажил ее и нанес удар, рассекший плечо пополам. «Хорошо рубит твоя сабля», — обратился убийца к Ахмаду. «Да, хорошо. Ее носил достойный мужчина». Это и были последние слова Ахмада Автуринского. В то время ему было всего 28 лет.
Сам же Ахмад Автуринский остался в народной памяти защитником обездоленных, вдов и сирот. Он остался в памяти народа как образец благородства и неимоверного мужества и отваги, как яркий образец чеченского кодекса чести Нохчалла, свода моральных, нравственных и этических норм жизни чеченца. Народ чтит память своего героя и любит его за мужество и отвагу, за честь и доброту, за твердость слова и чистоту поступков, за верность мужской дружбе, которой Ахмад Автуринский дорожил больше жизни. На сегодня это все, о чем мы хотели рассказать вам в нашей программе. С вами был Валик Гинаев. Увидимся через неделю. До свидания.